Агданча очику, хачутти арчам, наавутти дилчами, хэссакинун минкундим. Туукача яасала сараннун туруттам, яавуттай хикутич тагали жамкаттам. Туараңа туркутти очику ялаттан, нысакшен бидангинан югалаттан. Мулами хинуби, оннякчим, онайчим. Биритлейнан имучуданя кынди. Насакшан битлей хелбеттэй мулганди. Этанди таравжан. Хагданы дал болдан миндула, хунгакчин дагниkan ялтамчер. Якита мундижитикрикан мудыканамактан. Хиннюн мут хагданов очику. Насакшан тыгылгам текамнат бакалдар. Певец с Оленьего края, первый эвенский поэт и ученый Василий Дмитриевич Лебедев беззаветно любил свою родину. Эвенский мальчик из далекой Мумы, он любил и Ленинград, где прошли его яркие студенческие годы и годы становления. В Ленинграде он встретил девушку из народа Ульчи, Жанну Каровну, которая стала для него настоящим другом, соратником и любимой супругой. Родились дети, сын Дмитрий и дочь Жанна. И вот спустя долгие годы дочь Василия Дмитриевича, Жанна Васильевна, приехала в Якутию. Судьбой было уготовано ей жить вдали, в жаркой и ставшей второй родиной Африке. Мы встретились в разгар лета на обрядовом празднике эвенов Эвенек. И такой трогательной и искренней была ее радость от встречи и общения с родными людьми, от звучания родного языка и напевов. В стаде оленем рождается редко олень, белее снежной земли. Его мои предки как символ света берегли и никогда не обрубали ему ветвистые рога, чтоб светом солнечным сияли вокруг с него снега. Я так долго мечтала об этой поездке, и когда я приехала, я хотела захватить весну и лето. И так получилось, что я захватила даже зиму, потому что был снег. Потом весна была поразительно короткой, быстротечной, и лето пришло просто в одно мгновение. А я как-то немножко, видимо, забыла уже. Такая смена сезонов, такая интересная, очень быстрая. А вот сейчас я сижу и думаю, вот насколько длинная была зима. Потому что я приехала в апреле, еще шел снег, везде лед, гололедица. А потом как-то так все раз. И вот мы уже сидим, и даже ты не успеешь оглянуться, вот так вот все, везде зелень.
Вот сейчас, вот если вот так подумать, я думаю, они всех себя полностью отдали вот науке. Как-то вот даже в детский сад мы ходили, круглосуточный детский сад, потому что они в это время занимались, учились в аспирантуре. Вот. Потом, когда они начали работать в Институте языка и литературы, они постоянно уезжали в экспедиции. И пока мы были маленькие, нас оставляли с кем-то, а так вот, потом мы вместе с ними всегда путешествовали. Вот я всегда помню. И я очень благодарна им, потому что это такие воспоминания. Ну, для нас это было как авантюра, да, поехать куда-то, интересно там. А вот сейчас это для нас, мы же не понимали, но сейчас я понимаю, что они действительно сделали многое, потому что даже вот работы, материал, который они собрали там полевой, а это, оказывается, очень ценный материал. Даже вот недавно я передала часть материалов, которые вот получила от родителей, родительских, и вот в институт. И они там все были просто поражены, потому что они говорят, что там вот есть вот работа моего отца, язык эвенов Камчатки, да, вот, что это вообще потерянное. У них было только заключение. Вот. А я принесла, и там у них, это был, видимо, 2-й или 3-й экземпляр, ну, перепечатанный. И они были так бесконечно благодарны. И так, я думаю, все-таки, ну, это важно. Потому что годы идут, язык исчезает, вот, какие-то определенные вещи исчезают, они успели это зафиксировать. Василий Дмитриевич в 1970 году успешно защитил диссертацию по эвенскому языку и получил научную степень кандидата филологических наук. Он является первым ученым из числа эвенов. Его фундаментальные научные труды «Язык эвенов Якутии» и «Охотский диалект эвенского языка» до сих пор не теряют своего научного значения. Он писал учебники и учебные пособия по эвенскому языку, собирал фольклорные материалы, сопровождая их научными комментариями. За свою короткую жизнь он проделал огромный труд, открыв миру и для мира культуру и язык эвенов. Василий Дмитриевич при жизни начал писать повесть. Он же поэт, а так он начал писать повесть на эвенском языке о жизни эвенов. Вот. И моя мама, она их перепечатала. Но повесть не была закончена. Я бы, конечно, хотела, чтобы как-то... Ну, это тоже еще одна грань его таланта. Он и лингвист, и поэт, а теперь еще вот он попробовал себя как прозу писать, повесть. Вот. Я бы тоже хотела бы, чтобы... Ну, я предложила напечатать это, вот, перевести, например, на русский, якутский, просто на эвенском языке, потому что, в принципе, публикуются учебники на эвенском языке, и это было бы, наверное, тоже как-то вот как сохранение памяти. Интересно. Жанна Васильевна, когда вы выходили замуж за своего любимого и уезжали так далеко, как родители отреагировали? Как они вас отпускали? Ну, отца в этот момент уже не было. А мама... Мама, она же училась в Институте этнографии имени Микуха Маклая, так называемая Кунсткамера. Проходила там аспирантуру. И у нее осталось очень много знакомых. И вот она, значит, чисто подошла с такой точки зрения. Она позвонила им, проконсультировалась, узнала обычаи, культуру страны, как они живут, какие там вот все вот это. Чисто как вот профессиональный ученый. Вот. И потом она меня, значит, вот это проинформировала, что мне ожидать,
как там люди живут, какие обычаи, какие традиции. И она мне тоже порекомендовала: вот ты поедешь, обязательно вот фиксируй, как у них там принято. Вот. Даже, в принципе, она вот с моим мужем, они познакомились, она его очень полюбила, и все. Но даже вот это вот, перед тем, как отправить, она мне только такие указания давала. Но это же так далеко, уехать в Африку, отпустить единственную дочку, благословить ее. Да, она, конечно, скучала, да. Мы перезванивались, писали письма, фотографии посылали. Несмотря на годы, прожитые вдали от родины, Жанна Васильевна никогда не прерывала связи с родственниками и друзьями. И своим детям, которые никогда не видели настоящий снег, она всегда рассказывала о своей далекой таинственной родине, о своих земляках и сородичах, о белом священном олене, бескрайних снежных просторах и красивой природе Якутии. Жанна Васильевна, а ваши дети, они же выросли, никогда не видели снега, получается, да? Зимы нашей вот это не почувствовали, или вы их привозили в Якутию? Нет, в Якутии никогда. Они интересуются. И они смотрят, но для них как будто здесь вообще вот не бывает ни лета, ни солнца. Хотя я вот, это было когда? В этом году я узнала, что, оказывается, в Париже проходит фестиваль якутского кинематографа. Я, значит, позвонила моей дочери и говорю: обязательно сходи. Потому что там был фильм про оленеводов Анабарского района. Вот. И туда приехали режиссер, там, ну, все люди, которые участвовали в создании этого фильма. Вот. Я говорю: тебе интересно будет посмотреть. Даже если это вот не наш район, вот, Якутия тоже, говорю, большая. Есть определенные там вот зоны, там тундра, и так далее, тайга, и так далее. Вот. Тебе все равно будет интересно. Вот. Она сходила на этот фильм, тоже пообщалась, там поспрашивала, и ей понравилось очень. Вы часто рассказываете о своем детстве? О Они юности? расспрашивают меня, да. А им интересно знать. Им очень интересно. И вот даже они, вот сын особенно у меня, вот он даже вот интересуется вот этногенезом вот эвенов, откуда они пришли, вот как и что, и ульчи тоже вот. Они очень интересуются. А я так иногда шучу, я говорю, вот мы относим к числу малочисленных народов Севера, вот нас очень мало вообще в мире. И по отцу, и по матери. Я смеюсь, я говорю, я вообще говорю, в Красной книге человечества. У нас там буквально несколько тысяч. Вот, но они интересуются очень сильно, да. Им интересно это. Тем более, что ну, здесь, наверное, Африка экзотика, а для них ну, вот, Сибирь это экзотика. Тем более вот Якутия вообще так вот. Мне часто снится Якутия. Ну, я не могу так подробно сейчас сказать, но часто бывает, вот, особенно вот, ну, раньше. Я же не видела ее сейчас. Вот как я вот уехала, запомнила, вот в таком виде вот она мне снится. А сейчас я приехала в Якутск, я вообще Якутск не узнала. Я говорю, что кроме названия улиц я ничего не вижу, не помню. Потому что город полностью поменялся, все поменялось. Это хорошо. Сейчас стало гораздо удобнее для людей, комфортабельнее, все, красивее. Очень сильно. Потому что раньше я обычно довольно-таки часто приезжала в Россию. Ну вот я доезжала только до Москвы и потом обратно. А в этот раз я думаю, нет. Мне Москва не нужна, мне ничего не надо. Я вот прямо вот прямым, то есть, ну, посадка в Москве и пересадка, и потом я сразу прилетела в Якутск. И я говорю, я хочу полностью вот в Якутск, и я хочу поехать в Тополиное, тоже посмотреть, побывать там. Ну, я уже была там, вот, у своих родственников.
очень хочется. Я бы хотела в Мому, конечно, съездить, но как-то я так особо там никого не знаю. 엎팅 주도 주간에도 더정이 아이게 뜨리야. 엎팅 주도 주간에도 무시툰 저토키야 또 왔다. 우탄 주도 주간에도 누가미다 호토스키 왔다. 운가비단 우기틱단 우탄 주라르거 까냐망가 우탄 주도 더정이 호토삼다 스타르다비네 하기도 자우고 엎팅 주라가 넘사 주간행이 두간행이 Bidangatan nilomju kekerlandi stala holop dengan yang lain. Juga ini hertuungan juga yang kamu jamkannya mentura baldangau bibu eptingju nyamubang. А не получится так, что вы приехали спустя очень долгое время, вкусили воздух родной, людей увидели, окунулись в свою культуру, и желание вернуться, оно совсем не появится? Единственное, что меня смущает, это вот смогу ли я вынести зиму теперь. Почему-то я себе задаю этот вопрос. Ну, конечно, все люди живут. Я думаю о своей семье тоже, потому что это очень далеко ехать до Якутии. Если вот, например, дети будут приезжать, ну, это и дорого, к тому же. А так, в принципе, да. Вообще, я бы даже хотела уехать куда-нибудь, типа как Тополиная, вот где-то так вот, знаете, жить на природе. Ну, с возрастом как-то тянет к этому, на природу. Потому что когда мне сказали, что будет Эвенек, я говорю, я сама себе сделаю костюм. Ну, может быть, конечно, он не очень удачный. Вот я себе сделала все свои украшения. Вот, и мне говорят, что это, наверное, генетика. Как, не знаю, мне хотелось. Вы знаете, вот начало вот обряда, да, вот было. Потом хэдэ танцевали, да. У меня было какое-то, не знаю, как сказать-то, ощущение сопричастности к своей нации, к своему народу, к сообществу этому. Ну, не знаю, какое-то вот, ну, чувство единения. Не знаю, как объяснить даже, вот, ну, что-то такое вот во мне было. Как-то душа затрепетала, вот. Даже какой-то момент захотелось немножко сплакнуть, немножко. Ну, трогательно было очень. Тем более я очень ждала этого дня. Увидеть всех, познакомиться с другими вот эвенами со всей Якутии. Вообще вот увидеть. Нас так мало, и вот собрались все. Вот, ну, для меня это, ну, действительно, это просто случай такой, который нельзя упускать. Потому что я не знаю, когда я еще приеду, и это будет всегда у меня в памяти. Как мама мне говорила, вот у меня муж, он как-то знаток вот всех традиций там и так далее. Я у него всегда расспрашиваю и говорю, что детям надо это объяснить, чтобы передавалось вот так вот. Потому что в наше время как-то вот иногда бывает так, что какие-то культурные ценности, культурные традиции, какие-то запреты, какие-то там эти, да, вот обряды там, вот, все, они немножко нивелируются. Вот. И это старшее поколение, мы должны вот это вот передавать, детям объяснять, не просто говорить, а вот это так принято и все. Это нужно еще объяснить, почему, откуда истоки, почему-то так вот и так далее. Вот. Как-то вот. И я все время у него это тоже спрашиваю, так, но я не записываю. Действительно, может быть, надо уже записать. Но я думаю, наверное, что без меня, наверное, есть люди, которые этим занимаются, поэтому как-то я чисто на уровне семьи вот так стараюсь, чтобы передать хотя бы детям,
чтобы они были в курсе. А вообще, конечно, я бы хотела бы. Я даже им говорила, что давайте хотя бы кто-то из вас. Ну, они работают, поэтому, не свободные тоже. Ну, как-нибудь мы выберем вместе время. Я их привезу, чтобы они увидели мою родину во всей красе. Я говорю, Якутия такая красивая, вы не можете себе представить. Я им посылаю фотографии, все. Потому что они думают, что здесь ничего нету. Хотя они видят, конечно, общий такой стереотип, что ой, Сибирь, там ничего кроме снега нету, деревья не растут, птицы не поют. Вот. А я стараюсь все-таки, если я вижу красивый пейзаж, такие большие деревья, там разнообразие, и березы, и ели, и сосны, я это все снимаю, говорю, вот, смотрите, говорю, какая у нас красота, цветы, как у всех. У меня папа всегда мечтал, просто у нас семья интернациональная, и мама, она не венка, она ульчанка, и до 3-го класса, 4-го класса мы учились в Ленинграде. Я так выросла в русскоязычной среде, но я бы хотела, чтобы вены сделали все, чтобы язык не потерялся. Хотя я знаю, что сейчас прилагается много усилий для этого. Культура, язык, традиции, чтобы все это сохранилось. Но мне сказали, что сейчас делается много усилий, в республике прилагается для того, чтобы возродить все это. И я этому очень рада. Но также это зависит от каждого, в семье, чтобы все это воспитывалось, чтобы родители уделяли больше внимания своим детям именно в этом плане. Потому что это очень важно на самом деле. Этническая идентификация, она очень важна. Не в плане того, что мы такие, а другие такие. Нет, просто для самих себя. Гарпун алкан нелкани, төріңіт ханисаң сен, кавдыт кадар чул баня беялғы төвің тәңкіңой чул баня нөкчейді сен, мушиддет унға жен, төр аян бөкетін жалқаң сен, үвісіл нұрганжи хәжетін улдалдан, талки улдалқанны тығали хәжетін гөмкәмән, кадар хәжелен дөгін, юсын төр хиккілен, иттіки мөріжі ұмыт тұхамалдар. Төрттен төрттен нәдірімні, жәлін бұл тамқы чалан ұлғықтың, маранға дөлгіп жұрын, ады жұр тамқықтың. Үлгемдің жүләс кеміннен өлтен кәбіне дүк. Үрілдің жен, төріңіт ажатына шырығыр, әрәкнян маранға дөлгіпін үлгі дүкін, ұмкықын чурет әтен көбіріктің. Ой, как они по тайге, что ли, да, прямо так зимой, да, и до сих пор олени существуют домашние, им все это интересно. И я говорю, что даже по одежде отличаются. И даже как сшита одежда. Это тоже своего рода как паспорт, по которому можно прочитать, к какому ты роду принадлежишь, какое у тебя семейное положение, все говорю. А у них же все это потерянное. Им интересно, конечно, это узнавать. Так что я стараюсь тоже вводить, как говорится, их немножко в историю Якутии. Жанне Васильевне по ряду причин так и не удалось поехать в тайгу к родственникам. Но осталась мечта еще раз приехать и привезти своих детей в страну оленевого бега, белых ночей и бескрайней тайги.